Улица Петербургская Казани на время превратилась в еврейский квартал. В столице республики открылся второй международный фестиваль еврейской музыки. В его программе клейзмер, этно, джаз и даже хард-рок. Маргарита Петрова узнала, что такое удача на идиш. Из Лондона Полина Шеперд, она же Сковорода, это фамилия деда певицы, который, кстати, отлично танцевал чечетку. Полина этому не училась, зато пишет музыку, руководит хорами, выпускница Казанской консерватории, адаптирует поэзию на идиш к современной музыке. Согласна, что много. Язык очень вкусный, но нужно его чувствовать, нужно его понимать. Я чувствую, что идишские стихи нельзя класть на музыку, которая, например, русская по своей структуре, по своей мелодике. Там должен быть такой ориентальный какой-то твист, должен быть что-то, должен быть элемент подходящий по культуре. Поэтому музыка достаточно сильна в смысле традиционного элемента. Очень много традиционных каких-то мотивов. Чтобы открыть публике культуру с разных сторон, исполнители на фестиваль собрали друг на друга не похожих. Музыкальный форум будет шуметь 3 дня. На этот раз не только в Казани, приедет и в Автоград. Маргарита Петрова, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань.